شام بخیر دوستان عزیز ارجمند، این برنامه فوتبالی تاجیک است و این شام در صحبت ما زین‌الدین رحیم افسر مربی دسته حاصلات ناحیه فرخار حضور دارم. خوش آمدید. و می‌خواستیم اطراف برآمدی دسته حاصلات در چمپیونات در این موسم ما و شما یک صحبت هم داشته باشیم. و سوال اول این است که شما برای اولین مراتب در ورزشگاه خانگی دسته حاصلات در ناحیه فرخار بازی кардед. درست؟ Можно я... На русском? Давайте, на русском. Ну, вам понятно, что я? Да. Давайте. Что я хочу сказать, да, в этом году мы первый раз играли у себя, как говорится, в родных стенах, в Пархаре. То, что когда эта игра состоялась, знаете, мы приехали за день до матча, это, как бы, можно сказать, играл дубль. Понимаете, дубль уже собрал более 2000 болельщиков. Дубль, когда мы пришли на стадион посмотреть на дублющий состав, знаете, а когда играла основа, и то, возможно, может, большинство еще не знало болельщиков. Ну, где-то 7-8 тысяч болельщиков пришли на стадион поболеть за свою команду, понимаете. И плюс со стороны Кулябского Равшана также где-то, ну, максимум 800 человек где-то было. Да. Понимаете, это какой праздник был для народа, пархасского народа. Игра в родных стенах. Собрал такую массу. Обычно, как говорят, футбол же он для болельщиков, понимаете. Чтобы болельщики отдыхали, мы должны показать свой мастер-класс команды, тем более высшая лига. Поэтому, мне так кажется, это очень было и хорошо, и приятно и нам, и болельщикам. Вы сыграли ничью с Равшаном, но все-таки, как по-вашему, помогло это? Свои родные стены? Ну, как сказать, с одной стороны, помогло, да, помогло. Мы обязаны были выигрывать. Как первая игра перед болельщиками должны были выиграть. Но, видите, Фарт отвернулся от нас на 90-й минуте, на 91-й минуте нас забивает второй гол, 2-2, где мы делаем 2-2. И поэтому результат ничейный. Вот вопрос такой, если у вас есть хороший такой стадион, почему вот команда тренируется в Душанбе здесь? Понимаете, здесь в основном, как говорится, сейчас все команды, все, ну я за всех не буду, именно за свою команду отвечу, то, что большинство легионеров, очень много, 7 легионеров, плюс в основном ребята все местные. Своих кадров мало. Ну, там, видимо, руководство пошло чуть на уступки, чтобы здесь некоторые же учатся, там, колледжи, школы, поэтому сделали тренировки здесь. Это раз. Ну, я в основном, когда я принял команду, они уже тренировались здесь. Да. Тренировались здесь, поэтому... Это в апреле месяце было, да? В апреле месяце. Да, где-то так. Ну, после 4-го тура, кажется, я принял команду. Команда была на 11 месте. А как по-вашему, это вообще влияет на результат? Ну, знаете, вот... Ну, как влияет? Я, например, сам лично хочу, та команда, которая защищает свою честь, свой город, например, да, должна требоваться у себя. Почему? Да. Свои болельщики, свои кумиры. Там, знаете, что вот футбол, например, такой, что дети видят, они выбирают своих кумиров. Тем более у Фархора есть своя Пархар, знаете, что вот эта хатлонская зона, например, Куляб, Васе, Пархар, понимаете, он там собирает, даже на тренировках приходят больше болельщиков смотреть, понимаете, это тоже и болельщикам хорошо, и, например, и работать приятно тоже, когда на тебя внимание обращают, команда как работает. И ребята также будут активно работать. Уже там, например, может одно подсказать, что не сачкуй, потому что на тебя смотрят, на тебя равняются, понимаете. Поэтому это мое мнение. Поэтому лучше тренироваться у себя, чем за пределом. А вы сказали вот руководству об этом? Нет, пока у меня не было разговора, просто мы как встретились, просто я принял команду, я же говорю, условия пока ничего не ставил, мне условия тоже пока ничего не ставили. Просто принял, здесь также работал. Но мне тоже плюс, тоже живу здесь, работаю здесь, далеко ездить не надо. Не, все равно в Фархоре сейчас очень хорошая перспектива, хороший стадион, хорошая аура. Класс, это класс. Поляна, честное слово, она сохранилась, будучи, когда еще я сам играл за Хасловский Пархар в свои годы. Это действительно ковер, да. Но чуть пожелтел. Не знаю почему, уже осень, поэтому... Да, поэтому. Есть хорошая игра, но нет результата. Есть результат, но не такой с хорошей игры. Вы на какой стороне? Не, ну я, конечно, я за результат, конечно. Любой тренер, он думает о победе, понимаете, когда вообще тренируется, любой команда, когда он готовится, ставит свои системы, свои там разные задачи. Конечно, за результат. Но если не получился, тогда, извините, уже он не получился. Поэтому... Трансферное окно хорошо использовали, нет? Ну, как сказать, хорошо, знаете, после... Вы довольны вообще? Нет, я не так уж доволен. Почему? После у нас, я не буду говорить имена этих ребят, которые хотели перейти к нам. У нас очень, где-то, если не соврать, человек 8 хотели перейти к нам. Это не этично, вы думаете? Не, ну это хорошо, но вы знаете, первый круг, он о чем говорит? То, что у некоторых на год подписан контракт.
Ага. На полгода он не может прийти, он не может контракт разорвать, прийти. Понимаете? А так можно было очень хороших ребят собрать, можно было еще сделать, чтобы команду еще усилить можно было этими ребятами. А какие позиции вы хотели усилить? Ну, я в основном оборону, и мне вингеры нужны, Мгм. в основном крайние вингеры нужны. Вот так. У вас есть вообще карт-бланш на все это? Это, Все вам доверено или... не, ну, естественно, как главный тренер, конечно, все мне доверено. Знаете, даже вот руководство, она мало нас посещает, само руководство, потому что ну, они сами тоже работают на работе. А так мой штаб, тренера, что только мы сами на поле, все, что хотим, то и делаем, например. Мгм. С нападением у вас все нормально, да? Все Не, хорошо? ну как, не совсем все нормально, понимаете. Вы довольны игрой команды? Ну, игра-то как, я когда ставлю игру, да, мою философию, они только начинают, понимаете, это еще даже полгода не прошло. А это тяжело ставить свою философию, ставить, чтобы тебя поняли. Это, знаете, очень тяжело. Поэтому, вот как я понял, я смотрел эту передачу 90 минут, Мухаммаджон Хабилоев, он правильно выразился, мне его очень понравилось, что нападающий сейчас забивает всего по 6-5 голов. Это что за нападающий? Мгм. Понимаете, это мало, например, даже мы когда играли, если так сравнить с этим футболом, у нас футбол чуть тяжелее был. А в ваше время... В наше сколько время мы забивали только по 35, по 40 голов забивали в сезон. Это у нас рекорд 42, да? Да, я еще помню, Хушек Гулонов у нас забил, как говорится, Марадона, Пархар Да, говорил, вот. вот он 43 или 44 гола забил в сезон, понимаете? Не 42, у нас Бердикулов забыл в чемпионате вообще. У нас рекордсмен, он Бердикулов. А Хуршеда Гулонова, честно говоря, я не знаю. Ну, вот статистику посмотрите, Да, да, знаете, можно у нас была посмотреть. конкуренция, вот каждый нападающий, например, с Харджента, например, там, Виса Равшан, там, или Кулябский, Равшан, или Вахш, там, в то время автомобилист, Кургантьев был. Конкуренция была среди нападающих, кто больше Мамадиев. Ну, я знаю, что были по 30, минимум по 20, ну, мало, 28-20 лет забивали. А здесь, вот, смотрите, сезон 5-6 голов. Это... А почему они так мало забивают? Ну, не знаю, или, видимо, в некоторых командах или оборона усилилась, или нападающие слабые. У вас, между прочим, как раз не усилилось. Да, у меня оборона, я не могу с ней похвастаться, с обороной, у меня очень большие проблемы. Даже вот, если буду сейчас смотреть позавчерашний матч с Равшан Кулямом, посмотрим на 91-м, мы пропускаем гол, который игрок совсем один стоит, забивает гол, его никто не держит. Это что за защита? Это уже не защита, это не знаю. А вообще эти моменты не отрабатываются во время тренировки? Вот именно, вот я сегодня, у меня был анализ игры, вот ты мне подсказал, мы отрабатывали эти моменты. Мы отрабатывали, что прострельные передачи, стандартные передачи, что защитник даже сыграл на опережение, там каждый, ну вот, пожалуйста. У вас только один матч на 0, да? Вы один матч на 0 только сыграли. Это, если Баркчи, не да? ошибаюсь, Баркчи, да? Да, да. Во всех матчах вы пропускали. Ну, пропускали, где нам помогают судьи иногда, я извиняюсь, конечно, и не в обиду, то пенальти дадут, то еще что-то. Помогают это в кавычки, да? Да, это в кавычках. Шучу, конечно, ну, есть такие моменты, где пенальти нам забивают, ничего, или, например, то же самое, не могу, вот это уже серьезно, я говорю, не могу согласиться с решением судей, которые очень много тоже ошибаются, понимаете, как говорится, без ошибок никто сейчас не работает, хоть ошибки есть, но они это не признают. Понимаете? Сколько бы ты ни доказал, они себя хотят сделать правыми. Судьи на поле или ВАР? На поле. Ну, ВАР-то я не хочу ничего, про ВАР ничего хочу говорить. Почему? Ну, ВАР это система, понимаете, у нас с двух сторон снимают, это, а с той стороны его не видно, с другой стороны. Вот даже, вот, честно говоря, вот игра с Ираном, Таджикистан, когда сыграл, вот этот гол, его хорошо не показали, зашел он или не зашел. Мгм. Вот если этот момент помните, его доказал, даже не показал, ВАР его даже ничего, потому что не та система. Если могли бы стоить с того ракурса показать, с этого ракурса прошел, ну, да, таджики забили, молодцы. Иран забили, это плюс. Мы все обрадовались, конечно, но все равно не помогло. Поэтому есть, которые матчи обсуждаются, например, вот я как хочу сказать, если обсуждается, например, даже КДК там или что, который гол, который есть, ну, надо приглашать тренировки или что. Ну, я говорю, мы играем с ЦСКА, наши вратаря сбили прямо в штрафной площадке. Есть у меня это записи, все есть. Ну, мы оказались неправы, понимаете. Гол засчитали, мы проиграли, вторую игру проиграли. В предыдущих матчах, вообще играх, вы играли по другой схеме. А с Равшаном вы играли 3-5-2. Да. Это был Да. ваш замысел или как? Да, почему? Потому что многие тренера, изучая И там игры 4-3-3 соперников- играли, да? Да, у меня система 4-3-3 в основном, понимаете. Ну, здесь я как первая игра в дома,
это личная игра с Равшаном, знаете, еще так, вот календарь так попадается для нас, почти выходит, мы через месяц играем игры. И у меня очень много времени готовить команду. Знаете, и вот поэтому с Равшаном мы хорошо подготовились, систему через 3-5-2 мы ее так отработали. Тоже и получилось, понимаете, очень много моментов было. Результат очень много. дало, да? Ну, было моментов, много было забивать. Я вот сам рассчитывал, что в игре будет 4 гола. Оказывается, что перепутал. В матче было 4 гола. 2-2, 4 гола получилось. Я думал, что я забью 4 гола, а получилось в общем 4 гола, понимаете. А почему именно с Равшаном 3-5-2? Ну, я еще раз говорю, что Черчев, он тренер умный, он понятливый, видимо, Высокого просматривал класса. наши игры. Я просматривал, знает, что мы будем 4-3 сыграем так, потому что у нас чуть-чуть, ребята наши чуть не понимают эту систему, понимаете. Мало работаем. А то, что поставили, здесь в основном роль сыграло 2 нападающих. Это вот, когда мы сыграли, вот. Они вот помогли, поэтому за счет них очень было моментов много. В первом тайме мы где-то должны были забивать 4 гола только в первом тайме. 2 Сонг, Шарифбек плюс Рафаэль. 4 момента, 100% голы. Понимаете, не попали в рамку ворот, не попали просто. У вас вообще-то габаритные нападающие, очень хорошие такие. Да, естественно, грамотные ребята, африканские ребята. Хорошо, ну чуть-чуть старенькие уже, ну все свое дело делают. Вот отрабатывается на тренировках такие моменты с подачей штрафной соперника? Естественно, конечно, это все. Я не буду секреты раскрывать, Ну, как они, ну, они отрабатываются, да, они отрабатываются. Вот говорят, выигрывает команда, проиграет тренер. Вы согласны с Ну, этим? это закон футбола, закон. Выиграешь, значит, не ты выиграл, выиграли руководство, игроки. Проиграешь, проиграл тренер. Это обязанность такая. Да. Вы думаете, Равшан именно такой ваш соперник? Вот? Не. Почему? Равшан тоже обычная команда. Как вообще-то вы относитесь к южному дерби такой вот? Вы сами раньше играли, когда за Равшаном играли. За Хосилот играл. В Хосилоте играли. Это дерби, хотите, это дерби. Это дерби. Понимаете? Не, ну как, вот сейчас у нас следующая игра с Равшаном должна, мы тоже должны настраиваться. Почему? Прежде у нас игра на Кубок была именно с ними, дома мы проиграем 3-1. Мы уже поняли, какие ошибки, где, какие ключевые игроки у них, как, что делать. Уже будем чуть перестараться готовиться на выездную игру. Вот за это 5 месяцев вам удалось вот, поставить свой футбол в Хосилоте? Не совсем. Ну, теоретически, как сказать, то, что я объясняю, исполнение идет. Если вы смотрели этот матч именно с Равшаном, понимаете, очень много комбинаций проходило. Очень комбинация, та философия, которую я хотел, была атакующая. Почему? Потому что есть игра, есть гол, есть пас, есть гол. Понимаете, это как говорит наш кумир Гвардиола. Когда ты контролируешь мяч, когда ты ведешь мяч, это преимущество твое, ты забиваешь. То, что у нас и было, понимаете. Мы и забили, мы проигрывая 1-0, в тот тайм мы забили. Нам нужно просто был 1 гол в первом тайме, мы бы игру выиграли. Мы проиграли, только вот первый тайм мы проиграли, второй тайм мы обыграли уже. Поэтому то, что под моей философией они чуть-чуть поставят, но это опять время нужно. Это Где год, казус, это по-вашему? Ну, понимаете, вот именно нужны ключевые игроки такие, крайние полузащитники, например, или атакующие. Вот линия обороны, чтобы они должны понимать друг друга между вингером и защитником, где нужно где-то делать приложение, обсучаться, где-то найти третьего игрока. Вот это есть, чуть-чуть проходит, чуть-чуть. Ну, это опять же, говорю, это нужно время, нужны годы. За это не сделаешь. Да. А у нас же как хотят? Ну, сразу хотят победу. Победа они так просто не даются. Ну, болельщики требуют, Тарсида требует, да, конечно. вот поэтому я говорю, вот когда начинается сезон, некоторые тренера проигрывают 3 игры, да, уже выходят в отставку. Ну, неправильно, надо же объяснить. Надо, чтобы ждать, это надо ждать очень много. Они сами уходят, нет, по-моему? Ну, некоторые сами уходят, некоторые сами уходят. Но это тоже неправильно, надо как-то объяснять. Почему? Потому что тот тренер, он игру ставит. Он хочет каждый тренер по своей философии игру ставить. Не так, как была раньше. Дело другое. Но это опять, некоторые хотят одним днем не получится. Ну, для выполнения все это нужны это хорошие квалифицированные квалифицированные игроки нужны, конечно. Это вот почему? Потому что я, например, эту игру игроков не выбирал. Я пришел, они уже были эти игроки. Вот теперь надо их пересадить. Но я видел, Хосилот Пархат тоже команда неплохая была сама. У них контроль мяча, все в порядке было. Ну, понимаете, сейчас уже вот чуть-чуть перестраиваешь, уже на свой лад перестраиваешь. Взаимопонимание, взаимоменяемся. Ну, там уже система, уже там все делается. Надо, чтобы эти ребята были понятливы, грамотные. Почему? Есть такой, который не проходили школу.
Это вы имеете в виду... С детского не проходили Не, школу. вы имеете в виду наших игроков или... И наших, и своих, всех. Я, например, да, вот я сейчас про своих пока, про Хасилот Ага. говорю, например. Не, я имею в виду ваши легионеры или ваши... Наши, иностранцы? Наши, да? Хасилот Пархат. Ага. Вот Хасилот Пархат. Вот то, что легионеры. Некоторые видно, что ну, не проходили они в школу. Некоторые, которые даешь квадрат, они, когда я видел, они или не любят, или не могут играть квадрат, понимаете? Но мы заставляем их. Они уже, почему вошли в эту колею, они уже играют. Например, не знаю, в Африке там квадрат играют, не играют. Ну, то, что тяжело. Потом некоторые тоже упражнения, которые даешь, те же простые. С простого же это все начинается. Видите, чуть-чуть тупят, например, так не понимают. Ну, потом входят. Но это, опять же, время нужно, пока же он понял. Да. Они приходят, говорят, коуч, вот я сюда ухожу, он сюда приходит. Я ему объясняю, что да, ты ушел, ты того своего зови, а тот не знает, его же это игрок. Потому что, например, с Нигерии, а это с Камеруна. У того одна школа, это другая школа, понимаете? А как с языком? Языком понимаем, говорим. И по-английски там чуть-чуть, и по-таджикски. Ну, правда, еще есть, переводчики тоже есть. Ребята есть, английский понимают тоже, короче. Где что не понимаем. После 16 туров у вас 17 очков и на 9 месте. Да. Это то место, которое есть? Нет, это не должно быть. Где вы должны Я быть? планирую где-то на 5-6 месте, планирую. Еще есть время, еще есть игры. Просто мы некоторые такие игры, которые надо где-то обыгрывать, мы или их проигрываем, или ничего делаем, понимаете? Вот чуть-чуть вот в этом. Мгм. Вот такая. Ну, правда, мне задачу не ставили. То, что мне начальник Нурлов в меня поверил, меня когда приглашал, мы с ним много беседовали. Ты можешь. Ну, посмотрим, хай. Самое главное, чтобы лицом не упасть в грязь. Как вы думаете, у вас получается или нет? Ну, дай бог, да, получится, дай бог. Стараемся, работаем. Ребята вообще, как говорится, дружелюбные, сразу понимают, делают, стараются делать. Но я же говорю, вот чуть-чуть физически не хватает, понимаете? Я не знаю, зимой что они делают. И оборону усилить, да, немножко? Оборона. Я не знаю, сейчас по-наслышке, знаете, у нас один игрок убежал буквально. В смысле Барте, убежал? нету его. Вот как он пропал, я даже не знаю. Центральный защитник. Вот, Куда он пропал? ну, не знаю. Уехал домой или? Никто не знает, в каком направлении, где он. Так-то, ну, какое-то государство, в другом государстве, не знаю, точно. Нет, вот который, на Это него он мы надеялись. Во время... В том году он в Ригаре был, сейчас к нам перешел, сюда, в Хасилот. Не, во время каникула он уехал или как? Да, вот после первого круга. После Да. первой паузы он Да, уехал да. и не вернулся, да? Да, и не У вернулся. него есть контракт, нет? Контракт с нами есть, но пока нигде не выплывает, где он. Ага. И на звонки не отвечает, Никакие ни звонки, ничего нет. да? Однако интересно. Вот это интересно, нам тоже интересно, как так. Сейчас как АФК будет с этим решать, не знаю. У него контракт на год, не знаю, что, как. Ну вот очень много сломал структуру, понимаете. На него очень много Я надеялись. хотел именно этот вопрос задавать. Если одного не хватает Да. или один не играет, то сломается структура. Все, всего. структура сломалась, да. Мы сейчас именно опорника выделили на его место. Вот Вилли, он у меня опорником играл. Мгм. Игрок классный, высокий, физически такой, знаете, и в уме хороший. Ну вот видите, мы его опустили вниз. Это центральный ваш защитник, да? Ушел, который. А Ушел, это, да, это ушел опорник центральный был, да. защитник. Ушел центральный Пропал, защитник. скорее всего. Пропал, можно сказать, да. Поэтому. Но зато у вас есть вратарь национальной сборной. Да, Далер, он молодец, он хороший вратарь, не будем, чтобы его не сглазить. Да. Ну, есть, да. Мастерство, то, что он, знаю, он и в юношеской сборной был, и сейчас вот в национальную сборную попал, тоже молодец. Что хожу, я рад, что его заметили. В Хасилоте еще есть игроки играющие, я тоже хочу, чтобы их тоже Вы заметили. давайте скажите про Ну, вот Ислама Зуэрова. Фаридун у нас есть, Ислам Зуэров, который, понимаете, играл в основном на чемпионате мира, у меня играл из Аргентины, из Испании. Далер тоже играл, да, раньше в молодежную? Далер? Ну Далер. да, он играл, он Да. до них играл, еще Да, до до того он играл, да, мы в Катаре были, в Катаре он там сыграл, тоже отлично сыграл, тоже вратарь. По-моему, нам просто там один гол не хватило выйти на отборочный чемпионат Азии. Это первая моя команда, которая была, я в юношескую сборную, когда у меня была. И все, Далер он тоже классно отстоял, понимаете. И вот поэтому вот у меня тоже, я говорю, словом, Фаридун, это хорошие игроки, я не знаю, почему на них внимание не обращают. Ну, может, не знаю, кто будет главным тренером, может, обратит внимание, может, привлечет, как молодежи все равно как-никак. Раз уж наша беседа вот зашла именно о тренере главной сборной, вас тоже сватают Ну, туда. Не знаю.
Я же говорю, хороший Если- солдат, который мечтает быть генералом. Я понимаете? понимаю. Если, Ну, если почему? Подумаем, как, что, как, почему нет? что бы вы изменили в структуре Ну, сборной? как, вот я понимаете, я не хочу кого-то обсуждать, например. Не будем никого обсуждать, да. просто если. Ну, если, говорим. конечно, уже менять центр надо на молодежь, Мгм. центральных полузащитников. Есть такие игроки, я не знаю, почему Шурат Эльмуродов, вы знаете, это, можно сказать, такой головастик, почему даже ни раз не поставили. Даже проигрывая там игру, там, это, ну, поставить надо рисковать, если ты идешь на это, ну, сделай ставку на молодежь. Мгм. Это я вот одного могу выделить, это, который Тошев был у нас, который с того времени начал привлекать молодежь. Надо на них ставку делать. Чего Усмон бояться? Тош. Да. Но если Кафа, мы знаем, что Кафа это проверочные турниры. Да. Тут обязательно ничего не надо, ничего Да. такого нет. Рейтинговые очки не дадут. Ничего там. не дает, ничего не дает. Ну сыграем, ну поставим молодежь, ничего такого. Почему? Почему нет? Там очень много было стоять. Даже вот, пожалуйста, вот Далер отстоял с Афганистаном, очень хорошо отстоял. Да, очень хорошо. Можно было его и с Индией, можно было его и с Ираном ставить. Ну, я не знаю, это дело тренера, ему Да. виднее, понимаете. Все равно вы за зарубежный тренер, Нет, я лишь за своих за своих специалистов, да? 100% за своих. Я еще раз, я даже когда, будучи тренером молодежного сбора, я всегда говорю, что у нас в Таджикистане и игроки есть хорошие, и тренера есть хорошие. Чем хуже Рустам Хаджаев, чем хуже Хабилуев Мухаммад, чем хуже там Алидин Турдиев. Чем хуже вы. Ну, да, я себя никогда не вызнал. Ну, например, есть хорошие тренера, почему нельзя поставить их? Почему? Они знают своих. Вот поэтому даже возьмите олимпийскую сборную. Масрур, посмотрите, он у меня играл, он сыграл в Центральной Америке, в Северной Македонии, мы первенство взяли. В Беларуси он стал лучшим командиром, в Турции он стал лучшим командиром. Почему здесь даже не пригласили, не взяли, выгнали или что, почему? Не мог понять. Далиева взяли, убрали. И еще вопрос такой, вот про сборные. Если бы вас назначили главным тренером, кто главный тренер, кто их помощники, по-вашему? Не, ну каждый себе подбирает игроков. Например, я же говорю, тоже Мамадjon Хайбулоев спокойно может справиться в национальной сборной. Хорошо. Опыт большой, например. Кто помощники? Ну, помощники тоже сам Хаджаев, например, Алидин Турдиев, ну, может, и меня пригласить, там разницы нет. Почему? Мы же все объединены, мы же всех задача выдвинуть, понимаете? Вот даже сейчас, вот будущее, я не знаю, кого там назначат, тоже мое мнение лично нужно назначать таджикского специалиста. Почему? Потому что 2 игры сейчас Мальдивы и... Да. 2 игры знаю, Мальдивы 2 с игры. Мальдивами. Пожалуйста. Последние игры с Тайпей, Мальдивами. кажется, да? играем. 9 мы с Мальдивами играем, опять с Мальдивами Да. на выезде. Ну, пожалуйста. Ну, почему нельзя поднять авторитет таджикского тренера? Почему и нет? Можно. Спокойно можно. Ну, не знаю, это их, им виднее. Я поэтому не хочу никого обсуждать, что-то говорить. Да. Это их проблемы. Давайте мы закончим эту тему и Всё. вернемся к Давайте. нашему разговору. Предстоящий матч у вас с Истаравшаном. Как готовимся? Ну, только мы сегодня приступили к тренировкам. Сегодня у нас тягучая тренировка была после Равшанского Куляба, понимаете. Там некоторые травмы подлечивают, некоторые ребята. То как сейчас, тягучая тренировочка сегодня была. Но завтра уже пойдет полноценная тренировка. На 2 часа, на 1,5 часа пойдет уже. Будем отрабатывать то, что где не доработали с Равшаном. Да, почему каждая атмосфера она же меняется. Например, то, что сейчас мы играли у себя, температура воздуха такая. Сейчас едем в Сагдийскую область, там уже температура воздуха совсем другая. Атмосфера совсем другая. Это тоже влияет, да? Ну, конечно, влияет, да. Вот в чем? Не на болельщиков. Я всегда говорю, когда мы играем, ребята, мы на болельщиков не должны смотреть. Почему? Точно? У Истаравшана, между прочим, Да, это очень класс, да, хорошая это согласен. группа болельщиков. Это хорошо, что Равшан, Куляб, что Хасилот, Да. что тоже Хаджин, понимаете, собирает массу. Массу собирает, это хорошо. Это, знаете, аж приятно, когда выходишь, на тебя, даже я играю, когда вот тоже играл, прежде выходя, смотрел на болельщики есть или нет, чтобы играть, футбол для болельщиков, понимаете, дает двойной дух. Поэтому сейчас будем настраиваться на Равшан, проверим, изучим, как мы проиграем 3-1, будем все просматривать, все изучать. Вы на этот вопрос ответили, но все же я хочу еще раз задавать такой вопрос. Давайте мы вспомним, какую задачу перед вами поставили. Значит, никакую не поставили, вы сами себя поставили. Задачи не было, да, я сам себе задачу ставил, не то, что меня тоже пригласили. Уже автоматически, когда приглашают, ты уже должен себя показать, что ты тренер, например, что не так просто так, а должен свою работу показать. Во-первых, футбол – это коллективная игра, на тебя смотрят 22 игрока. Только игрока, что ты скажешь, что ты покажешь, какую тренировку ты проведешь, понравится им или не понравится, например, понимаете? А еще в смысле, как сказать,
тренировка, на что ты обращаешь внимание, на что ты ставишь ставку, например. Видно, что ребята, которые понятливые, уже сразу думают, какой ты. Мгм. Есть, ну, тренеры разные, понимаете, кто как тренировку ставит. И твою игру народ выбирает. Нравится народу или не нравится, а мы же играем для народа, понимаете. Мы так слухом уха услышал, что сказали, понравилась игра. Вот с Равшаном, говорит, игра понравилась, Пархат. Даже, Да, если да. даже, говорит, проиграли, но игра, говорит, классная была, понимаете. Сам я еще в себя не пришел. Почему? Потому что я в победу верил. Я нужен Ага. победу, но вот ничья. Нехороший дерби был, между прочим. Ну, да, игра хорошая, игра хорошая. Да. Народу понравилось. Вот то, что болельщикам понравилось, мне вот это уже радует, что болельщикам понравилось. Ни они, ни мы в Воронеже сидели, был Да, открытый да, футбол. да. Второй тайм вообще открытый футбол пошел. И они, и мы. Отныне будете играть в Фархоре, да? Ну да, так. Домашние планирую. матчи Да, свои. да, дай бог. Я поэтому хочу, чтобы то играли в Пархаре. Понимаете? Зайнедин, конечно, не дай бог, но вдруг не получится, вас отправят в отставку или... Не отправь, я сам уйду. А что не получится? Не, вдруг, я Ну да, понимаю, вот естественно. вдруг. Я, Вот, естественно, я... конечно, не дай бог. Когда корабль тонет, капитан уходит с кораблем, понимаете? Вот если когда, не дай бог, как вы говорите. Некоторые Я капитаны Ну, убегают, это другие, между это прочим. Крис только бегут с корабля. понимаете? А так я сам уйду в отставку, мне, потому что я, значит, не получилось, она не вышла. Ну, я не верю. Это ваш принцип, ваш кредо? Да, это мой, да. Но я в игроков верю, в своих командах, в Пархар верю. Понимаете? Я люблю команду, когда принимаю, я смотрю их глаза, смотрю им в лицо, как воспринимание, как, что, если... У них горят глаза? Да, глаза горят, видно. Глаза Видно, горят. да? Да, видно, что настраиваем хорошо. Дай бог, конечно. И последний вопрос. Хосилот открыл свою академию. Как вы восприняли все это? Мне просто, знаете, стало приятно, что одна из хатлонского региона сделала так. Почему? Потому что я раньше слышал, что хотели открывать спецклассы. В Душанбе, в Хадженте, например, в Хатлонской области, везде. Ну, это было бы классно, если бы их открыли спецклассы. Понимаете? А то, что вот сейчас Хасилот первый открыл свою академию, я вот слышал, понаслышал, что уже до 200 ребят туда приходят. Да. Понимаете, вот сам слышал. Я, правда, сейчас мало времени туда ездить, например. Сейчас постараюсь как-нибудь пораньше, например, когда игра домашняя, пораньше, на день раньше выехать, пройти посмотреть, проследить, как они, какие у них тренировки, как все происходит. Но я видел их тренеров, которые в академии работают, поспрашивал с ними. Ну, вроде нормально, экипировочки, инвентарь, все есть, поляна, все есть. Пока вас не задействовали? Нет, пока нет еще. Процесс. Пока еще нет. Ну, мы же здесь живем, если там были. Не, я понимаю. А вы хотите вообще Ну, задействоваться? посмотреть хочу, да, как, что там у нее. Ну, там я знаю, что там Супони, Да, иранский. Амин Супонин, иранский специалист. Да, Между вот прочим, он уже таджикский специалист. Да, я тоже слышал, что у него гражданство таджикское стоит, я тоже слышал. Ну, И хороший специалист, между не, я прочим. ничего не хочу плохого, ничего, у меня нету ничего плохого. Я знаю, что он тоже так же ставит каждую любую игру, работает только с тактикой, тактические действия Да. только делает. Поэтому, ну, справиться, должен справиться. Да. Просто Как- можно пригласить специалистов туда, Да, тренеров. да, да. Как вы думаете, другие клубы откликнутся? Вот Должны. Это не клубы, а руководство. руководство, давайте Да, так. вот руководство так должно на говорим. это обратить внимание, их вот каждый регион есть. Должны. И в чем я хочу сказать, то есть будет вот такие, откроются вот такие академии, чтобы не мешали городским турнирам, понимаете, потому что там идет профессиональные, а здесь такие, например, типа как дворовые. И вот они когда сюда сливаются, уже не то, для них это уже не команды, понимаете. Почему? Потому что академия она же не должна у себя, она должна выезжать больше. Да. За границу надо выезжать, набирать больше опыта. Понимаете? А когда они будут выезжать, вот посмотреть Ювентус. Только Да. сказать, в Италию все наши бегут в Ювентус. Да, да, да. Только сказать, в Италию все бегут. Кидают в школу, бегут туда. Понимаете? Вот поэтому, если каждая академия сейчас откроется, будет вот так выезжать, и очень много будет заинтересованных. И родители будут, например, ну, если твои Да, сыны да, будут да. ездить, приятно будет им. سپاس از شما برای یک صحبت خوب و خوشتون و دوستان عزیز یک صحبت داشتیم با سرمربی دسته حاصلات زینالدین رحیمов و در بازی در پیش ایستاده با اون کس البته برای رو کامیابی میخواهیم دوستان عزیز در همینجا برنامه ما به انجام میرسد خیر